Доброе утро всем. Божье благословение вам. Ой, надо настраиваться на другой язык. Buen día a todos. Доброе утро. Как кто-то говорил, добро пожаловать домой. Да, скучал, как никогда, честно, как никогда. Дома, по жене скучал, по семье. Да, скучно было иногда. Но, слава Богу, спасибо за ваши молитвы, потому что все прошло очень хорошо. Конференция, где я участвовал, была очень хорошая, очень такая прекрасное время. И спасибо за поддержку в молитве, да, потому что передал послание, которое я верю, что от Бога, проводил время с друзьями, с пастырями, встречался с многими, которые давно не видел. И было хорошо, я мог служить, да, я мог передать кое-что, как я уже говорил, и получил, и как я уже говорил, скучал, наверное, я старею, да, хочется возвращаться домой поскорей. Есть такое очень хорошее движение, которое не прекращается в Аргентине, я очень благодарен Богу за церковь в Аргентине, которая растет. Церкви, они очень такие активные, да, не все, конечно, но большинство церквей, где я побыл и проповедовал, но они такая действующая церковь в миссии, в евангелизации. Конечно, огромная разница есть в культуре, да, есть много всего, что можно научиться, да, от аргентинской церкви. И тоже есть много всего, что, наверное, никак применить, да, потому что культура отличается, да, как они проводят служение, но есть что учиться. Поэтому у нас было очень хорошее служение, два воскресенья тому назад. Проповедовал в одной церкви, которая давно нас знает и поддерживает нас, и поддерживала когда-то тоже. И было очень классное время, где-то 60 подростки, да? 60 или 70 после проповеди. Проповедь не была о том, но видно, что Дух Святой коснулся. Наверное, эта церковь очень такая развивается сейчас, и все пришли вперед. Была просто очень классно. И вся церковь. Просто мне было очень приятно, да, слышать, что видеть, что Господь призывает людей, молодых людей на миссию, на евангелизацию. Встречался с людьми, которые хотят приехать в эту сторону, да, которые получили от Бога чувство, призвание быть миссионерами. И говорилось о том, что еще в мире существует где-то 2000, примерно 2100 народы, да, 2000 этнические группы, как называется, которых еще не достигнуты. Они не бывает, не знакомо, не известно ни одного человека с этого народа, да, которого, можно сказать, он верующий, христианин. Да. Где-то, когда мы покаялись, или когда мы начали служить в миссии, говорили, что были 6000 таких народов. Похоже, что в течение 30 лет уже 4 были достигнуты. То есть это такие племена, которые находятся в разных странах, да, в мире. Но слава Богу, что еще есть уже 4000, да, достигли с Евангелием. Еще 2000. Почему я говорю об этом сегодня? Потому что я читал когда-то, что даже в России есть 80 с чем-то, 88, скорее всего, такие народы, которые живут в территории в России, но они не русские, они с другой принадлежности, или как это сказать, и они еще не имеют церковь среди них на их языке. Да? Просто я начал об этом молиться, посмотрим, что Господь
нам говорит по этому поводу. Да. Хорошо, поэтому спасибо большое еще раз. Да, хорошо быть дома. Сейчас, Наташа, я тоже в это время встречался с разными людьми, Šai laikā es arī satikos ar citiem которые, cilvēkiem, как Марк сегодня говорил, да, par kuriem, kā Marks šodien teica, у каждого есть свое понимание, katram ir sava saprašana, да, но мысли Господни, они превышают все наши таких пониманиях или мыслях. bet Dieva domas ir augstākas par jebkādu saprašanu, jebkādām domām. Встречался с разными людьми. Un satikos ar dažādiem cilvēkiem. Кто-то говорит, что он уверен, что у нас еще время есть, Kāds saka, ka ir pārliecināts, ka mums vēl ir что diezgan еще laika, 25 лет у нас ka vēl mums Spokojno. 25 gadi mierīgi varam можно dzīvot, планировать. var plānot. А кто-то говорит, что вообще нету времени, Kāds saka, ka vispār vairs nav laika, получил откровение от Бога, ka saņēma atklāsmi no что Dieva, нам осталось очень мало, ka palika ļoti maz, год, 1 gads, 5 лет максимум, 5 gadi maksimum, да, что у нас нету времени, ka mums nav laika, что ситуация будет очень трудная, ka situācija būs ļoti а sarežģīta. кто-то говорит, что все будет хорошо, Kāds saka, ka viss būs labi, кто-то говорит, что церковь будет пройти через великое скорбие, kāds runā, ka draudze izies caur lielām bēdām. а кто-то спорит, что не, Господь соберет церковь до великой скорби. Bet да. kāds strīdās, ka nē, pirms lielām bēdām Dievs savāks И draudzi. столько много разных мнений, правда? Tik да? daudz dažādu viedokļu, vai ne? Кто-то говорит, что церковь должна очень активно заниматься в политике. Kāds saka, ka draudzēji jābūt ļoti aktīvai Как politikā. раз есть такой очень известный евангелист сейчас в Аргентине, Tagad Argentīnā ir viens slavens evaņģēlists, который будет баллотироваться, да, на следующих выборах, да, как kurš ies nākošās vēlēšanās президент, да, un kā Аргентины. prezidents Argentīnai. Кто-то против, кто-то за, Kāds ir поддерживает. pret, kāds par, kāds atbalsta. И я сказал свое мнение, когда мы с друзьями. Un kad mēs bijām ar draugiem, es pateicu savu viedokli. Я не особенно как-то поддерживаю такое решение, да. Es ne īpaši atbalstu tādu lēmumu. Не говорю, что церковь, верующие не должны заниматься политикой, я так не верю. Nesaku par to, ka kristiešiem nav jānodarbojas Я ar просто по politiku. отношению этого человека, я Bet сказал. attiecībā uz šo cilvēku es Потому что pateicu, Бог дал ему такое прекрасное служение, jo Dievs viņam devis tik brīnišķīgu и он kalpošanu. достигает тысяч людей, Viņš sasniedz tūkstošiem а cilvēku. вдруг он будет заниматься политикой. Un pēkšņi viņš nodarbosies moje ar lično мнение, politiku. да? Tas ir mans Но мой personīgais друг просто, viedoklis. ну как ты можешь так думать? Bet mans draugs saka, bet kā tu vari tā Он domāt? верующий, надо Viņš ir верующих поддерживать. ticīgais, Да? vajag atbalstīt Но это не ticīgos. важно, да, я говорю, наверное, ты прав. Bet tas nav svarīgi. Es Наверное, viņam я не saku, прав, varbūt но tev не taisnība un man стоит об nav этом спорить. Да? taisnības, nav jēga par to strīdēties. То, что я хотел сказать, что столько много мнений, да, о будущем, Es vienkārši gribēju pateikt, ka tik daudz dažādu viedokļu par о жизни, nākotni, о церкви. par dzīvi, draudzi. И вспомнил такую фразу. Un tad atcerējos tādu frāzi, Мы должны планировать, ka mums ir jāplāno. как будто Иисус грядет через 100 лет. It kā Jēzus nāks pēc 100 gadiem. А мы должны, да, работать, да, и планировать на будущее, да. Plānot, strādāt nākotnē, Но мы должны жить, bet mums ir jādzīvo. как будто Иисус грядет завтра. It kā Jēzus nāks rīt. Да, тогда это дает нам перспективу хорошую, да. Un tas dod mums labu perspektīvu. Планировать, да, будем планировать, будем Plānot, jā, посылать plānosim. миссионеров, да. Sūtīsim Есть misionārus. люди, которые готовятся на миссию сейчас, да, Ir в cilvēki, Аргентине. kuri tagad Argentīnā И только gatavojas через 2 misijai. года они могут выходить на поле Un tikai служения. pēc 2 gadiem viņi var iziet kalpošanas laukā. Да, видно, что они верят, что есть время еще, да. Un viņi tic, ka ir vēl laiks. И они планируют изучать язык, как Ezekil, да. Viņi plāno mācās valodu kā Зачем Ezekils. ты учишь русский Kāpēc язык? tu Да? māci krievu valodu? Если Mācies? завтра Иисус грядет. Ja rīt да. Jēzus nāks. Да. Понимаете? Но каждый отвечает со себя, понимаете? И Bet saprotiet, об этом я katrs хотел говорить. atbild par sevi, un pat tieši par to es gribu Помимо runāt. этого, Bez tam столько много фейковых новостей есть, да? tik Fake daudz news. maldus ziņas ir tagad. Столько много в мире.
Tik daudz pasaulē. да, неправильных, лживых таких информаций. Nepareizā un tāda melīga informācija. Говорят, что в Аргентине живут 2000 человек, Runā, ka Argentīnā dzīvo 2000 cilvēki, которые работают для другого государства, kuri strādā citai valstī, чтобы как-то настраивать людей против президента. lai cilvēkus Аргентины, да? Argentīnā tā kā nostādītu pret to Чтобы prezidentu. люди перепутались, Lai cilvēki būtu чтобы sajaukti, люди перестали доверять, lai cilvēki pārstātu uzticēties, что люди боялись. lai cilvēki Вот так, в baidītos. принципе, по всему миру такая ситуация есть, Un, да? principā tāda situācija ir visā pasaulē. Люди как-то испуганные, Cilvēki ir nobiedēti. они перепутались, да, из-за того, что Viņiem есть viss столько ir много sajaukts galvā, tik daudz новостей, разных новостей, да. informācijas, ziņas. Завтра заканчивается война, и еще не будет 10 лет еще. И... Rīt beigsies karš, ne vēl 10 gadus turpināsies. Я к чему-то иду с этой вступления, да? Ar tādu ievadu es pie kaut kā gribu nonākt. Потому что на основании этих, может быть, этой информации Pamatojoties uz šo informāciju, у людей создается в мнениях, о которых Марк говорил, да. cilvēkiem veidojās viedoklis, par kuriem Marks То teica. есть у нас есть свое мнение. Mums ir savs На viedoklis. основании того, что мы слышим, то, что мы получаем, Pamatojoties uz to, ko mēs dzirdam, saņēmam, то, что мы верим. kam mēs ticam. И поэтому люди за, против. Un tāpēc cilvēki ir par, И pret. мы организуем нашу жизнь на основании того, что мы верим. Un mēs organizējam mūsu dzīvi pamatojoties uz to, kam mēs ticam. Тогда, если действительно мы верим, что Иисус через год грядет, да, Un tad, ja mēs patiešām ticam, ka Jēzus pēc gada nāks, мы будем организовать нашу жизнь на какой-то определенный такой, ну, формат. un ja mēs organizēsim savu dzīvi noteiktā formātā, А если мы верим, что через 100 лет или через 50 лет, bet ja mēs ticam, ka pēc 100 vai Или через 50 10. gadiem vai pēc 10, тогда наша жизнь будет выглядеть чуть-чуть по-другому. tad Да. mūsu dzīve izskatīsies mazliet savādāk. Поэтому главное здесь, во что мы верим. Tāpēc šeit svarīgs ir tas, kam mēs Или ticam. кому мы верим, да? Кому мы Vai верим. kam mēs ticam. Есть такая Ронкеноли, да, молодежь, или молодежь, как я, да, знаете, да, Ронкеноли такой известный, да, Ir однажды tāds в молодости. slavens Да, Ронкеноли, он певец. Ronkeноļa dziedātājs. Певец. Есть такая песня. Кого ты будешь слышать? Какие новости ты будешь? Как переводится на which report will you believe? Чем словам поверишь Viņam ir ты? dziesma, kā vārdiem tu ticēsi. Вот так перевод. Чем словам поверишь ты? Да? Я буду верить. Слава Господа. Вот. В чем словам поверишь ты? Tātad, kā vārdiem tu ticēsi? Да? Потому что слова очень много сегодня. Да? Šodien ir ļoti daudz vārdu. О чем слова поверишь ты? Bet vārdi, par ko ir vārdi, kā vārdiem И что мы ticēsi? говорим? Un ko mēs sakam? Я буду верить. Ka es Слово ticēšu Господа. Окей. Dieva vārdam. Вот, помните это слово. Да? Atcerieties. Кому верит? Kam ticēt? Какие новости Kādas ближе к ziņas сердцу ir нашему? tuvāk mūsu sirdī? Что мы верим о будущем? Ko mēs ticam par Что мы nākotni? верим о церкви? Ko mēs ticam attiecībā uz О draugu? нашей жизни? Par mūsu dzīvi. Кто мы и для чего мы? Kas mēs esam un kādēļ mēs esam? Потому что в то, что мы верим, будет определить наше действие. Jo tam, kam mēs ticam, tas noteiks mūsu darbību. Да? Тоже сегодня статья, я присутствовал, не участвовал, присутствовал в дебате. Да? Es biju debatēs, es nepiedalījos. Для чего церковь существует? Kāpēc eksistē draudze? Кто-то говорит для верующих. Церковь для верующих. Teica, ka draudze domāta А кто-то ticīgiem. говорит, нет, церковь для неверующих. Bet kāds saka, nē, draudze Да, neticīgiem. А кто-то говорит, нет, церковь для тех, кто потерялись, для потерянных овцев. Да? Citi saka, ka draudze ir tiem, kuri ir pazaudēti, kā pazaudētās avis. Я даже не могу участвовать, потому что такая, как это перепута была, да? Или каша, да. Es nevarēju piedalīties, jo tur bija tāda liela putra. Да, и об этом я размышлял и вспомнил, Es par to pārdomāju un tad atcerējos, что во время Иисуса Христа ka Jēzus laikā тоже у людей были очень много вопросов.
Arī cilvēkiem bija daudz jautājumu. А что дальше? Kas būs tālāk? Как дальше? Kā būs tālāk? У Иоанна Крестителя тоже были вопросы, да? Arī Jānim Kristītājam bija jautājumi. Будешь ли ты или нам нужно еще ждать? Vai tu būsi, vai mums vēl kādu gaidīt? Ты тот, который должен прийти или надо еще подождать? Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums vēl jāpagaida? Когда Иисус воскрес, ученики спросили, когда ты будешь восстанавливать царство? Kad Jēzus augšām cēlies, mācekļi pajautāja, kad tu atjaunosi То savu есть valstību. очень много вопросов, да. Bija ļoti daudz И jautājumu. споры были Un тоже, arī diskusijas. помимо всего этого. Да. И один из вопросов был, кому служить, Un viens no jautājumiem bija, kam кому kalpot, повиноваться. kam paklausīt. То есть был Кесар, Bija ķēzars, который считался господином всего. kurš bija uzskatāms par visavaldnieku. То есть Кесар – это император римский, Ķēzars tas bija romiešu и imperators. все должны были ему служить и Visiem bija поклониться, viņam jākalpo un jāpielūdz. повиноваться, Jāpaklausa. признавать, что он Кесар, что он Atzīt, царь. ka viņš ir Kyrios, ķēniņš, ķēzars. И тоже был такой Ирод, Un bija Herods, который считал себя царем юдеев. kurš sevi uzskatīja par jūdu ķēniņu. Да, царем он считал себя царем. И много как-то считали его, он царь всех Un юдеев. viņš pats uzskatīja sevi par ķēniņu, un arī Тоже daži это cilvēki была- viņu uzskatīja par tādu. И с точки зрения Бога, Un no Dieva viedokļa это тоже была fake news. tās arī bija maldu ziņas. Понимаете, это была неправильная информация. Tā nebija pareiza Это informācija. была ложная информация. Tās bija meli. И все в этом поверили. Un visi tam ticēja. Говорили, да, через Инстаграм или YouTube, что надо поклониться Кесар, да, и все, Caur да. Instagram un YouTube teica, ka vajag Да, pielūgt ķēzaru. посмотрели, да, Кесар, Paskatījās. Кириос. Nu jā. И настраивались, понимаете? Un viņi sevi tā... Или Ирод. Но он был такой нелегитимный, можно так сказать, да, царь. Viņš Nie. bija tāds neatzītais, Nezakonный. ķēniņš, nelikumīgais С точки зрения Бога. no Dieva viedokļa. Ну, все назвали его царь. Bet visi sauca viņu par ķēniņu. Но он был царь, потому что он сам сделал все, что возможно, чтобы стать царем. Bet viņš bija ķēniņš, jo pats izdarīja visu iespējamo, lai kļūtu par ķēniņu. Он достиг царства через взятки. Viņš sasniedza to ķēniņa valstību caur kukļņemšanu, Интриги какие-то, обманы, убийства. meli, slepkavība. Он убивал всех соперников, да. Viņš nogalināja visus sancenšus. Он купил, да. Viņš uzpirka, Кому-то, конечно, обманули и так kādu далее. apmānīja un tā tālāk. И этот незаконный царь, Un šis nelikumīgais ķēniņš, можно сказать, это неправильно, вот о чем я хочу говорить сегодня, неправильное представление о царе. un par to, ko es gribu šodien runāt, nepareizs priekšstats par ķēniņu. Это незаконный царь пытался убивать настоящую царю. Un šīs nelikumīgais ķēniņš centās nogalināt likumīgo ķēniņu. Подумайте чуть-чуть об этом. Mazliet par to padomājiet. Это неправильное мышление, Nepareiza domāšana, неправильное, да, неправильное мышление. nepareiza domāšanas veids. Я так и мысль получил. Пыталась убивать правильное мышление. Кто царь? Centās nogalināt pareizo domāšanas veidu. Kas ir ķēniņš? То есть он считал, что он царь, Viņš uzskatīja, ka viņš ir ķēniņš. и он пытался убивать настоящему царю. Un viņš centās nogalināt īsto. Понимаете? Vai saprotiet? Согласны со мной? Piekrītat man? Чему этот? Kam tas ir viss? Что мы можем иметь какое-то неправильное информация или неправильное мнение Mums var būt nepareiza informācija vai nepareizs viedoklis обо всем, par visu, о нас, par mums, о церкви, par draudzi, о будущем. par nākotni. И это неправильная информация, Un šī nepareiza в которую informācija, мы верим kam mēs и ticam принимаем, un ko mēs pieņēmam, может повлиять на правильную информацию. var ietekmēt uz pareizo informāciju. Даже может убивать эту истину. Bet var nogalināt šo Понимаете, о patiesību. чем? Saprotiet? Может разрушить Var то правильное мышление, которое мы
должны иметь var iznīcināt mums to pareizo domāšanas veidu, kas mums ir о jābūt. церкви, Par draudzi, о Боге, о par Иисусе Dievu Христе, un par Jēzu Kristu, о нас, par mums, о каждого из нас. par katru no mums. Да, поэтому об этом хотел чуть-чуть сегодня размышлять, Un tāpēc mazliet par to šodien gribētu padomāt. потому что в неправильных мышлениях Jo nepareiz domāšanas veids пытаются убивать правильных мышлений. centās nogalināt pareizo. Да, поэтому нужно быть очень осторожным Un с tāpēc этим. jābūt ļoti uzmanīgiem draudzē. Для чего церковь существует? Kāpēc draudzē eksistē? Да, это хороший вопрос. Tas ir labs jautājums. И какую роль я играю в церкви, это тоже вопрос. Un arī ir jautājums, kāda loma ir man draudzē. Тогда в какую церковь мы принимаем или верим? Kādu draudzi mēs pieņemam vai kādai draudzē mēs ticam? Церковь, которая должна служить мне Draudze, kurai jākalpo man и покрывать все мои нужды un pārklāt visas manas vajadzības или удовлетворять все мои потребности. un apmierināt visas manas vajadzības. Или церковь, в которую я служу. Vai draudze, kurai es kalpoju, Есть огромная разница. ir milzīga atšķirība. Церковь, которая должна мне служить, Draudzē, kurai jākalpo man, или церковь, в которой я должен служить. vai draudze, kurai man jākalpo. Это мнение может повлиять радикально Šīs viedoklis var в наше radikāli поведение. Ietekmēt mūsu uzvedību. Потому что если я верю, что церковь должна мне служить, Jo, ja es ticu, ka draudzē ir jākalpo я man, прихожу, es nāku, сижу, sēžu, слушаю, klausos, мне не понравилось, man nepatika, или мне нравилось, vai man patika, потому что исполнили мою нужду. jo tā piepildīja manu vajadzību. А если мне не нравится, Un ja man nepatīk, я ищу церковь, которая исполняет все мои потребности. es meklēšu draudzi, kura izpildīs visas manas vajadzības. Понимаете? А Saprotiet? если церковь это то, что кому я должен служить, Bet ja draudze ir tā vieta, kurai man я буду jākalpo, найти способ, как я могу служить этой es церкви. meklēšu veidu, kā es varu kalpot šai Какие draudzē. дары Бог дал мне, Kādas dāvanas Dievs man ir devis, чтобы я мог или могла отдавать то, что Бог дал мне для церкви. lai es varētu atdot to, ko Dievs man deva draudzēji. Тогда это очень важно, что мы верим. Tad tas ir svarīgi, kam mēs ticam. Вчера я просто хотел спать Vakar es vienkārši gribēju gulēt, из-за перемен времени. laika pārmaiņu dēļ. А Дамарис мне говорили, иди, просто помойся, просто просыпайся. Un Damaris teica, ej, nomazgājies un vienkārši pamodies. И после этого еще хуже было. Pēc tam bija vēl sliktāk. Еще хотела спать. Vēl vairāk gribējās gulēt. И что могу сделать? Если смотреть телевизор, я засыпаю. Ko es varu darīt? Skatīšos Работать в компьютере, televizoru, голова. es aizmigšu, strādāt datorā. Тогда я galva решил būs. делать порядок в моей коллекции монетков. Un tad es nolēmu sakārtot manu monētu kolekciju. И тогда все монетки Tad visas на monētas столе. До сих uz пор они galda, там. un joprojām tie tur stāv. И просто я начал как-то организовать все по Es sāku mazliet странах. organizēt valstis. И я нашел, что на другой стороне или в одной стороне монетки есть изображение, да? Un vienā monētā es atradu, ka otrajā pusē ir attēls, Королева или такой karaliene, царь, да, или ķēniņš. особенно. И пришло вот эта мысль, пока я размышлял о эту тему, Kamēr es эту тему, pārdomāju par šo tēmu, nāca šīs te domas. пришел, можно сказать, слово от Господа. Un nāca vārds no Dieva. И в Матфея 22 главе Un Mateja 22. nodaļā написано, что посылали к нему, к Иисусу, учеников своих с иродианами, то есть здесь Ирод был связан, да, в этом деле, говоря, это интересно, да, что иродианами это были люди, которые верили, что Ирод царь. Да? tad sūtīja tos cilvēkus, kuri ticēja, ka Herods ir ķēniņš. Его солдаты, его охрана, Viņa zaldāti un apsardze, служители его. viņa kalpotāji. И говорили, учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно
пути Божии учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли подать кесарю или нет? Давать подать, да, к кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете меня, лицемерие? Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий и говорит им: что это изображение и надпись? Говорят ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И услышав этот, они удивились и, оставив его, ушли. Вот, очень коротко прокомментирую это местописание и будем молиться. Komentēšu šo rakstītu, un tad mēs lūgsim. Во-первых, люди удивились, да, Pirmkārt, cilvēki brīnījās. это его ответ. Tā bija viņa atbilde. Они удивились. Почему? Потому что он учил всегда истину. Kāpēc viņi brīnījās? Jo viņš vienmēr mācīja То есть patiesību. он справедлив. Viņš bija patiess. Он истинно учил. Viņš mācīja to Истинной пути patiesību. Божьей он учил. Patiesus Dieva ceļus И mācīja. ему не важно было, что люди думают о нем. Un viņam nebija svarīgi, ko cilvēki par viņu domā. Он не смотрел на то, что люди могут думать, если он говорит так. Нет, он истину говорил. Viņš neskatījās uz to, ko cilvēki varētu domāt, ja viņš teica tā, jo viņš runāja patiesību. И церковь, мы действительно нуждаемся слышать, что Иисус думает. Un draudzē mums jādzird, ko Jēzus grib teikt. Прямо сейчас. Tieši tagad О нас, par mums, о нашей церкви. par mūsu draudzi. Мы нуждаемся слышать Его голос. Mums vajag dzirdēt viņa balsi. И вы знаете, очень часто то, что говорит Иисус, не то, что мы иногда хотим слышать. Un ļoti bieži Jēzus saka to, ko mēs ne īpaši gribam dzirdēt. Да, Он всегда удивляет нас. Viņš vienmēr mūs pārsteidz. Он всегда меняет все наши представления. Да? Viņš vienmēr maina visas mūsu iespaidus. И я ободряю вас, и мне, себе ободряю, пытаться слышать, что Господь хочет, Un es iedrošinu jūs un Или arī что sevi Господь думает. dzirdēt, ko Dievs domā un ko Dievs vēlās. Это очень хорошее молитвенное просьба. Tā ir ļoti laba lūkšanu vajadzība. И, может быть, сегодня мы можем прийти к Иисусу с этим вопросом. Un varbūt šodien mēs varam nākt pie Jēzus ar šo jautājumu. Господь, кому я должен служить? Kungs, kam man И jākalpo? как я должен служить? Kā man jākalpo? Да? Что я могу сделать? Ko es varu darīt? Кому давать? Kam dot? Кому отдавать все? Kam visu atdot? Кому посвящаться? Kam nodoties? Да? Кто мой царь? Kas ir mans ķēniņš? И мы нуждаемся слышать. Mums vajag dzirdēt. Поэтому возвращаюсь на вопрос. Церковь служит мне или я служу церкви? Tad atgriežos pie jautājuma, vai draudze man kalpo, vai es kalpoju draudzē? Моя семья служит мне или я служу свою семью? Mana ģimene kalpo man, vai es kalpoju savai ģimenei? Да? Кто начальник? Kas ir priekšnieks? Работа – это инструмент для служения Бога? Darbs tas instruments, lai kalpotu Dievam? Или это элемент, который мы требуем, что Бог должен благословить? Vai tas elements, ar Понимаете, есть огромная kuru разница. mēs pieprasām, lai Dievs mums ar to svētī? Как мы видим даже нашу работу? Tas ir ļoti svarīgi, kā mēs redzam savu Как darbu. способ служить Богу? Kā veids, lai kalpotu Или Dievam, как просто средство для выживания? vai vienkārši kā mērķis И izdzīvošanai. мы просим, молитесь за меня, и у меня проблема на работе, молитесь за меня. Понимаете, Un есть tad mēs огромная prasām, разница. lūdziet par mani, man problēma darbā, ir milzīga atšķirība. Тогда давайте не будем приходить с хитрыми вопросами к Богу, да? Tad nenāksim pie Dieva ar viltīgiem jautājumiem. Потому что это был очень хитрый вопрос. Jo tas bija ļoti viltīgs jautājums. Если Иисус сказал бы, да, надо давать подать, Ja Jēzus teiktu, jā, vajag to nodevu dot, они обвиняли бы ему, да, он за Рим, он такой un против. tad viņi apvainotu viņu. Viņš ir par Romu, viņš pret mums. Если Иисус сказал бы, не надо давать, Ja Jēzus pateikt, nē, nevajadzētu dot, обвиняли бы ему, он против Рим, он против tad государства. apvainot viņu, ka viņš ir pret Romu, pret valstību. Понимаете, да? Saprotiet?
Тогда давайте не будем приходить к Иисусу с вопросами, которые просто могут... Давайте не будем приходить, хочешь, Господь, что я тебе служил? Tad nenāksim pie Dieva ar muļķīgiem jautājumiem, līdzīgiem, ka gribi, ka es tevi kalpotu, Dievs. Это такой глупый вопрос. Tas ir muļķīgs jautājums. Потому что действительно Иисус хочет, Jo чтобы мы служили. Jēzus patiešām vēlās, lai mēs kalpotu. Тогда не будем задавать вопрос, Господь, хочешь, что я тебе служил? Tad neuzdosim jautājumu, kungs, gribi, lai es tev kalpotu. Иисус не скажет нет, не да. Un Jēzus nepateiks ne, ne, jā. Иисус скажет, поставь правильных приоритетов в своей жизни. Jēzus pateiks lietas pareizas prioritātes savā Потому что ответ dzīvē. Иисуса Христа имеет связанность с приоритетом, Jo Jēzus atbilde ir saistīta ar prioritātēm, который каждый христианин должен иметь. kuriem jābūt katram kristietim. Поэтому мы должны задавать Иисусу вопрос, Господь, я делаю то, что ты от меня ожидаешь. Un tad mums jāuzdod Jēzum jautājumu, kungs, vai es daru to, ko tu no manis sagaidi? Как могу быть полезным для тебя? Kā es varu būt derīgs tev? Как могу тебе больше служить? Kā varu tev vairāk kalpot? Тогда Иисус дает не просто такой совет, это повеление от Бога, Un tad Dievs Jēzus dod vienkārši tādu padomu un tādu pavēlu no Dieva. Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу. Viņš saka, atdodiet, kas pieder ķeizaram viņam, un kas pieder Dievam, tad to Да. dodiet Dievam. Я скажу 3 вещи и будем молиться. Es teikšu 3 lietas, un tad mēs lūgsim. Первый пункт. Pirmā. На монете изображен Кесар. Uz monetas attēlots ķeizars. То есть Tas nozīmē, мы должны отдавать Кесарю то, что принадлежит ему. tad ķeizaram mums jādod tas, kas viņam pieder. То есть на этой земле обязанность, как Tātad, верующие. kā ticīgiem mums uz šīs zemes ir atbildība. Мы должны уважать гражданскую власть, Mums jāciena pilsonisko varu, исполнять гражданские обязанности, pildīt pilsoņa pienākumus, платить налоги, maksāt nodevas, жить в этом обществе в порядке. dzīvot šajā sabiedrībā, šajā kārtībā. То есть христианская жизнь имеет связанность с нашим поведением в этом обществе. Kristiega dzīve ir saistīta ar mūsu uzvedību šajā Об этом мы sabiedrībā. можем много говорить, Par to mēs varam ļoti daudz но runāt, я не буду. bet par to tagad nē. Но пункт номер 2. Otrais punkts. То есть монетка носит изображение Кесаря. Tātad monētai ir ķeizara attēlojums. Что-то говорит нам об этом. Ko tas mums saka? Наша обязанность как гражданины в этом мире, в этой стране. Tad mūsu atbildība kā pilsoņiem šajā pasaulē vai vторой valstī. пункт. Otrais. Мы носим образ Божий в своей жизни. Savā dzīvē mēs nesam Dieva tēlu. Понимаете? Saprotiet? Наша жизнь Mēs ar mūsu dzīvēm носит изображение Иисуса Христа. nesam Jēzus Kristus attēlu. То мы должны посвятить свою жизнь Богу. Tāpēc mums jāvelta sava dzīve Dievam. Аминь. Amen? Вся наша жизнь, Visa mūsu dzīve. вся наша жизнь, Visa mūsu dzīve. наше сердце Mūsu sirds принадлежит Богу. pieder Dievam. Наше поклонение принадлежит Богу. Mūsu pielūgsme pieder Dievam. Наше имущество принадлежит Богу. Mūsu manta pieder Dievam. Слова как послушание, Tādi vārdi kā paklausība, преданность, uzticamība, поклонение. pielūgsme. Это то, что требует наша принадлежность. Tas ir, ko prasa mūsu piederums. Это не только воскресное служение, Tā nav tikai svētdienas это не только kalpošana. молитва, Tā nav tikai lūkšana. это вся наша жизнь. Tā ir visa mūsu dzīve. Потому что мы носим Его изображение. Jo mēs nesam viņa tēlu, Мы принадлежим Ему. ka piederam viņam. Тогда дайте Богу то, что принадлежит Богу. Tad atdodiet Dievam tas, kas pieder Dievam. И третий пункт, Un trešais punkts, и будем, наверное, заканчивать уже. un laikam tad pabeigsim. И это очень как-то такой тонкий момент. Un tas ir tāds smalks Мы moments. должны быть осторожны, Mums jābūt ļoti uzmanīgiem. не отдавать Кесарю Neatdot ķeizaram то, что принадлежит Богу. to, kas pieder Dievam. Да? Мы должны правильно составлять наши приоритеты. Mums pareizi jāsakārto savas prioritātes.
Бог всегда на первом месте. Vienmēr Dievs pirmajā vietā. То есть, когда это может происходить? Kad tas var notikt? Когда уделяем время на работе, а не на Бога. Kad mēs veltam laiku Больше времени. darbam, nevis Dievam. Доверяем правительству больше, чем Богу. Uzticamies valstībai vairāk nekā Dievam. Ищем одобрение от общества или от друзей, чем Бога. Meklējam atbalstu vairāk no sabiedrības, no draugiem, nevis no Dieva. Боимся людей больше, чем Бога. Cilvēkus baidamies vairāk nekā Dievu. Бог является источником всех наших ресурсов. Dievs ir visu mūsu resursu avots. Он усматривает на все наши нужды. Viņš redz visas mūsu Он vajadzības. верен. Viņš ir uzticams. Всегда Он приходит во время. Viņš vienmēr nāk laikā. Поэтому, когда мы уделяем самая наша лучшая энергия для кесар, Un tāpēc, kad visu savu labāko enerģiju mēs veltam ķēzaram, мы пропускаем самое главное. mēs palaižam garām vissvarīgāko. И мы не можем полностью отдаваться к Богу, Mēs nevaram pilnībā atdoties Dievam, как Он и ожидает от каждого из нас. kā Viņš arī sagaida no katra mums. Тогда давайте будем размышлять об этом. Да. Tāpēc par to padomāsim. Сколько мы Богу дадим? Cik mēs dosim Dievam? Сколько времени? Cik daudz Сколько laika? ресурсов? Cik resursu? Сколько усилий? Cik pūles? Наша самая лучшая энергия куда идет? Vislabākā mūsu enerģija, kur tā iet? А где мы проводим больше всего время? Kur mēs visvairāk pavadam laika? Понимаете? Saprotiet? И с этого как-то начинается, начинают ответы на всех этих вопросов, которых разделяют нас. Un šeit sākās atbildes uz visiem tiem jautājumiem, kas mums ir. Мы просто нуждаемся принимать, таких умных, не умных, но мудрых решениях, Tad mums jāpieņem tādus gudrus lēmumus, доверять Господу, uzticēties Dievam, принимать решения таких смелых pieņemt tādus drosmīgus lēmumus и посвящаться Богу. un nodot sevi Вот это Dievam. мое послание для сегодня. Tāda ir mana vēsts šodienai. Давайте будем